15 по 16 октября в нашей республике прошел фестиваль городов воинской славы «Дорога жизни». Этот фестиваль собрал на нашей гостеприимной земле представителей 8 городов-героев и городов воинской славы – Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Туапсе, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Нальчика и, конечно же, нашего любимого Малгобека. Сегодня, как мы знаем, в нашей республике проходит фестиваль городов воинской славы. Насколько это значимое событие для нашего народа? Для нас, для нашей республики, каждое мероприятие, которое мы проводим в республике, это очень важно и нужное. А для молодежи нашей, для подрастающего поколения, это очень обязательные программы, нужные программы для нашей. Это наш город-герой Малгобек, связан с этим. Это для нас очень хорошее дело, мероприятие. Я также хочу сказать, что наш город Малгобек, герой славы, очень, как вам сказать, затруднительно нам дали его. Но слава Всевышнему, что он и есть герой славы, город герой славы. Нам очень приятно, что он стал героем славы, и для подрастающего поколения вот эти все мероприятия, они очень нужные. Я хочу еще подчеркнуть, что всем надо держаться на старейшинах, которые были когда-то, которые воевали, которые дали нам жизнь и продолжение жизни. Официальные лица творческих делегаций посетили места боевой славы в городе Малгобеке, а в Доме культуры города Назрань состоялась пресс-конференция участников фестиваля. В целом по всей России. Очень на это рассчитываю. Итак, сегодня я рада вам представить представителей городов воинской славы, принимающих участие в нашем мероприятии. Гантимиров Георгий Аюпович, помощник главы администрации города Малгобек. Поломарчук Юрий Анатольевич, председатель Совета по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области. Владимир Новиков Владимир Владимирович, солист академического ансамбля внутренних войск Министерства внутренних дел России, город Москва. Димаев Али Умарович, поэт, композитор, исполнитель и наш друг, Москва. Швалева Оксана Евгеньевна, начальник отдела администрации города Туапсе, город Туапсе. Солист концертно-творческого центра «Звездный», город Курск, Быков Илья Эдуардович. Поэт, композитор, солист Ростовской государственной филармонии, член Союза журналистов России Жилин Сергей Федорович, Ростов-на-Дону. Художественный руководитель городского дворца культуры город Баксан Кабардино-Балкарской республики Бекова Мадина Абубовна. Начальник отдела по связям с общественностью администрации города Владикавказ Тамара Габоевна Кайтукова. И художественный руководитель инструментально-танцевального коллектива «Амран» Котлов Сасан Казбекович Владикавказ. 2 человека, представительная делегация у нас тоже с Владикавказа. И, конечно, вот просто мы уступили место гостям, и у нас находится не менее важный человек по ту сторону нашего стола. Это постоянный представитель главы Республики Ингушетия господин Халутин Юнус, которому мы очень рады, потому что именно по инициативе господина Поломарчука, при поддержке и, как сказать, содействии Халутиева Юнуса этот фестиваль был проведен впервые в прошлом году. В этом году он уже стартует второй раз в Ингушетии. Поэтому я думаю, что в положении о фестивале было сказано очень четко, ясно о целях, задачах этого фестиваля. Прежде всего, это, конечно, сохранение памяти о подвигах советского народа, всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Большая благодарность главе республики, которая изначально у истоков, скажем, тогда, когда родилась эта идея, глава республики знал про эту идею, мы озвучивали. Он живо откликнулся, и вот волевое решение, которое привело к тому результату, к той цепочке событий, полезных дел, которые продолжаются до сих пор. То есть первое мероприятие, здесь абсолютно правильно министр культуры говорила, что он носил немножко такой более узкий круг участников, и формат был немножко такой, скажем, первый момент, да, то есть первое мероприятие, и на сегодняшний день данное мероприятие, оно более масштабное.
Вот по опыту проводимых мероприятий, я немножечко, два слова буквально хочу сказать, что наш совет, он представляет территорию Ленинградской области, но этот совет состоит из более 20 представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории в России. То есть основная задача – это как раз вот эти все исторические события, нужные дела, полезные события из истории наших предков мы передаем следующему идущему за нас поколению. И из Ленинградской области бренд и название «Дорога жизни». Я не буду здесь тратить время на рассказы, что значит дорога жизни для Ленинграда блокадного и для Санкт-Петербурга нынешнего, да? Вот. Но дорога жизни, она актуальна для всех, мы все идем по дороге жизни. В пресс-конференции говорилось о истории фестиваля, о его значимости, о великих городах воинской славы и о том, как тяжело наши деды завоевали сегодняшний мир на земле. И ко всему еще, все мы знаем, что 15 октября 2014 года исполнилось 200 лет с дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, великого нашего русского поэта и мой знакомый художник, член Союза художников Ставропольского края, Хоронько Игорь Борисович, по моей просьбе написал вчера утром в музее дом Михаила Юрьевича Лермонтова на рассвете. И я с большим чувством радости хотел бы отдать эту картину в Ингушский музей. Она у меня с собой. Здесь вы, пожалуйста, можете утром день рождения поэта. Владимир, пройдите, пожалуйста, это такое почетное миссия. Я думаю, она займет достойное место в экспозиции Ингушского художественного музея. Спасибо. Это одна из работ. В завершении конференции гости оставили на память о своих городах сувениры, книги и буклеты. Я люблю весь Кавказ, весь Северный Кавказ, потому что мы все кавказцы. У нас единый дух, у нас единая, если даже генетика может быть, и даже генетика где-то общая. И мы должны вот верно все-таки служить России. И вот это я очень хочу, чтобы наша пресса, это наши СМИ, вот подчеркивали, что Кавказ неразделим, как бы нас ни пытались кто-то что-то стравить, это кому-то выгодно, кому-то нужно, а мы должны быть выше этого и гордо нести по жизни вот имя Кавказа. Поэтому я сейчас с удовольствием хочу вот звучить для прессы, чтобы это было как в конвертах, потом разберемся, как в пакетах, да, для вручения. Вот. Ну, вот такие у нас были, мы книги готовили красивые, выберите тарелочку, вот такие фотоальбомы, там очень интересная книга, если у кого у вас есть связи с нашими владикавказцами, серьезная большая книга о городе Владикавказе, поэтому я вот с удовольствием хочу преподнести министру вот такой вот наши сувениры, потом разберемся. Для гостей и участников фестиваля в фойе Дома культуры была представлена выставка. Государственный музей краеведения представил экспозицию, посвященную городам-участникам фестиваля, а также выставку воинской славы ингушского народа. Центральная библиотека Назрани подготовила книжно-иллюстрированную выставку. Также в фойе была размещена выставка детского рисунка учащихся детской школы искусств города Назрани. Дело в том, что сегодня мы являемся свидетелями того, как проходит у нас организованный фестиваль. И фестиваль городов, участников именно вот этих вот событий, благодаря которым они стали городами воинской славы, в числе которого и наш город Малгобек. «Дорога жизни» — так называется фестиваль. И ассоциации возникают следующие. Дорога жизни для меня — это жизнь, которую они сохранили на земле, проливая свою кровь ради того, чтобы жизнь, она продолжала быть на земле. И жизнь, которая будет дарить новую жизнь. Созидание, которое будет происходить на земле. Здесь сегодня будут представлены разные культуры, представителями которых являются другие города, другие этносы, другие культуры. Мне кажется, что через культуру, через искусство такие вот мосты будут налажены, и мы будем общаться, мы будем выезжать. Как и сегодня у нас очень много приглашенных из соседних регионов, из Туапсе,
Из Санкт-Петербурга, я знаю, была делегация даже в Музее изобразительных искусств. Мы их знакомили с культурой и искусством нашего народа. Поэтому мне кажется, что этот фестиваль, он будет иметь какое-то продолжение. И мне кажется, что мы тоже будем с честью и достоинством представлять наши народы на других фестивалях в других городах. Воинская слава. Главным событием фестиваля стал гала-концерт мастеров искусств. Родина, суровая, но милая, помнит все жестокие бои. Вырастают рощи над могилами, славят жизнь в рощах соловьи, что грозы железная мелодия, радость или горькая нужда, все проходит. Остается Родина, то, что не изменит никогда. С ней живут, любя, страдая, радуясь, падая и поднимаясь ввысь. Над грозою торжествует радуга, а над смертью торжествует жизнь. Мы прошли столетия с Россией, а взгляни, все то же небо синее, и горит та же тень орла. И еще немало будет пройдено, коль зовет в грядущее пути. Ведь всего светлей и чище Родина. Дороже ничего не обрести. С этим чувством человек рождается, с ним живет и умирает с ним. Все пройдет, а Родина останется, если чувство то мы сохраним. В зрительном зале были представители Народного собрания и правительства нашей республики, главы администрации города Малгобека и города Назрани, министерств, ведомств, творческая интеллигенция и наше будущее – молодежь. В нашей фестивальной программе принимает участие гость из Москвы, солист академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России, заслуженный артист Республики Ингушетия Владимир Новиков. Встречайте! Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грозь.
концертной программе прозвучали лучшие композиции, посвященные дороге жизни, фестивалю, который призван сплотить народы и не забывать тех людей, благодаря которым мы и празднуем этот фестиваль. Каждый выступающий на сцене внес свой весомый вклад в это знаменательное событие. Но особенно публику тронуло выступление народного артиста нашей республики Али Димаева, с уст которого прозвучали две прекрасные композиции, автором которых является он сам. Славному сыну ингушского народа, герою, последнему защитнику Брестской крепости посвящаю. Сколько лет пролетело, а в памяти будто вчера громыхала война, из-под ног уходила земля. Не сдавали солдаты страну, защищая свою. И войнаковские бились насмерть в неравном бою. Все на крепости Брестской бойцы полегли как один. Лишь мальчишка седой приподнялся из мертвых руин. И без страха, без смерти шагнул ингушетий сын. В изумлении застыли враги, преклоняясь пред ней. Мы славу поем тебе, доблестный умок гирей, и матери той, что героя такого простила. Здесь он негасимый, ты светишь отчизне своей. И память в сердцах благодарных людей не остыла. Подвиг ум от гирей отошел сквозь забвенья года. Он в смертельном бою за отчизну стоял до конца. И сегодня весь мир ему памяти дань отдает. И по праву гордится героем ингушский народ. Мы славу поем тебе, доблестный умок гирей, и матери той, что героя такого растила. Здесь той негасимой не светишь отчизне своей. И память в сердцах благодарных людей не остыла. Сколько лет пролетело, в памяти будто вчера. Громыхала война, из-под ног уходила земля. Не сдавали солдаты страну, защищая свою. И война сыны бились насмерть в неравном бою.
всегда буду помнить. Очень благодаря вам. Я очень благодарен. Спасибо. Марик, было очень пригласить. Давайте сейчас чуть-чуть повеселее, пободрее. Итак, наш город Малгобек, город воинской славы. Приветствую всех гостей! Героический народ, и богат твое богатство, героический народ. Малгобек мой город славы, и огонь моей души, и тобою знай по праву, все гордятся и души. Сколько ласки ветер веет, мы любуемся тобой, ты растешь, ты хорошеешь, несравненный город мой. Ты растешь, ты хорошеешь, несравненный город мой. Малгобек мой город славы, и огонь моей души, и тобою знай по праву, все гордятся и души. Малгобек мой город славы, и огонь моей души, и тобою знай по праву, все гордятся и души. И все народы России и мира! Шесть отцов, правительских святков, отвергаешь трусость, ложь, мощь моя отвага, золотая молодежь. Пока мы будем вот так достойно помнить, чтить и восхвалять свою историю, все в нашей жизни будет хорошо. Спасибо организаторам фестиваля за такое нужное действо. И пусть дорога жизни наша будет без препятствий, пусть не забывается наше достойное прошлое, цветет наше красивое будущее и слышится песнь, в которой говорится о любви к родине. Солнце восходит, Кавказ озаряя светом, и сквозь скалы вечно полюбит, гордая свечу стреляет дыханием лета, общему дому народа
Кавказа салют. Мы в горе, в радости вместе едины, с любовью к отчизне всегда одержимы. Сплоченности нашей черпаем мы силы, народы Кавказа навеки с Россией. Удаль с Жигитом история нашего света, и горелки, как гордость, как символ любви, добра. Ждут на Кавказе мудрую старость и детство, общему доброму